На предыдущем заседании сторона защиты выступила с ходатайством, согласно которому при проведении следственного действия в отношении подсудимого Абганба было допущено нарушение, в связи с чем для дачи показания были приглашены эксперты Геннадий Бобуа, Маврик Чагава и Аслан Берзени. В период вынесения заключения эксперта в отношении свидетельствуемого Абганба Бобуа возглавлял комиссию. По его словам, следственными органами было поставлено 7 вопросов, на которые экспертная группа постаралась ответить. Вот некоторые из них. Какие телесные повреждения имеются на теле Абганба? Какова их давность? Имелись ли они 22 ноября 2019 года? Если да, то огнестрельного ли они характера? Их количество, калибр оружия, из которого был произведен выстрел, расстояние между стрелявшим и Абганба и так далее. Когда была назначена экспертиза, то освидетельствованный находился в Агудзерской больнице в связи с свежими ранениями. Вот. И мы поехали туда, я поехал туда, смотрел, и там были еще заведующие отделением, там главврач, ну, много, но сейчас я всех не запомнил, кто там был. Мы посмотрели освидетельство, я его вместе с хирургом, и потом мы пришли к мнению, что необходимо провести дополнительные методы исследования, то есть компьютерную томографию. По результатам осмотра Абганба на правом бедре было обнаружено одно травматическое ранение, характерное для огнестрельного, отметил медэксперт. Давностью ранения обозначаются сроки не менее 6 месяцев и не более 1,5 лет. После компьютерной томографии результат был, что имеются следы, характерные для огнестрельного ранения, но слепое ранение, и глубина где-то была примерно 3–3,5 сантиметра. Не характерно для дробового. Для осколочного тоже она не характерна, учитывая форму. Но если уже осколок был такой, как шарик круглый, тогда я не могу так, ни один эксперт вам не определит. Оно характерно для огнестрельного пулевого ранения. Рана неглубокая была, и были затронуты только мышцы, и народных предметов обнаружено в раневом канале нет. На правом бедре было обнаружено 9 рубцов, 8 из которых не имело смысла исследовать во избежание облучения, и они не были характерны для огнестрельного ранения, отметил Бобуа. Исследования проводились 14 мая 2020 года. Абганба был в сознании, однако в контакт особо не вступал, рассказывает Бобуа. У него же были и свежие ранения. Вот, и он практически ничего не рассказал, а когда мы спросили, откуда эти пятна по всему там на ноге, он говорит, это я долгое время кололся, и поэтому такие пятна. И все так. Ну, он не сказал, что эти язвы, просто он сказал, это я кололся, и поэтому вот это осталось от этого. Это следы укола? Это следы укола? Ну, я конкретно там не выяснял, не выпытывал, как говорится, у него, но он больше ничего не сказал. Да, вот, а почему не сняли, допустим, КТ остальных 9 ранений, когда он сказал, это от укола метадона? Человек заявил вам об этом. Ну, а мы не знаем. А может, все остальные тоже? 33,5 миллиметров и 5,8 миллиметров от угла и формы. Ну, какие проблемы? Давайте еще раз сделаем компьютер остальных, и там покажет. Там у него и на левой нижней конечности есть такие. Он, может, у нас появится. Это такие же эти следы стрельного ранения. От остальных 9 повреждений, имеющих на ноге. Да, конечно. Чем они были схожи или чем они отличались друг от друга? Они отличались. Те другие рубцы, которые были, они были мягкие на ощупь, не спаяны с окружающей тканью. А тот, который характерен для огнестрельного ранения, тот был спаян с окружающей тканью, был глубокий, чем все остальные, и еще были спайки, которые подтвердил компьютер, туда в глубине, куда мы не могли там прощупать, пройти и так далее. Разве компьютер остальные ранения снимал? Вокруг лежащие ранения он осматривал. Какие они?
Вокруг лежащих там нет ранений. Адвокат Автандил Чкадуа утверждает, что вокруг ранения других ран нет и не было. Он ходатайствовал о возвращении Бганба, чтобы у сторон и эксперта была возможность лично осмотреть его ногу в отдельной комнате. Совещаясь на месте, суд ходатайство отклонил. По данному делу судебно-медицинская экспертиза была проведена. Экспертами дано соответствующее экспертное заключение. При недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств, может быть поставлен вопрос о назначении дополнительной или повторной экспертизы. На данном этапе судебного следствия необходимости проведения свидетельствования и проведения дополнительного или повторной экспертизы в отношении подсудимого Бганба Беслана Тутовича суд не усматривает. Эксперт добавил, что при осмотре Бганба ему не было представлено никаких вещественных доказательств, оружия или пули, так как при работе судмедэксперта это исследовать не нужно. Я ничего не добавил, ничего не прибавил. То, что только мы говорим только что его освидетельствовали. Ни вещи, в которых он тогда был, ни саму там пулю, если мы сейчас говорим о какой-то пуле, там, ничего представлено не было, потому что их не было, наверное, как вещественных доказательств. По словам Боба, у Бганба были обнаружены повреждения в предплечье и свежие раны на левой ноге, которые мужчина не позволил осмотреть. Левая нога была вся забинтована, перебинтована, и была там металлическая конструкция на это. И поэтому у вас не было возможности его обследовать? Нет, я хотел обследовать, но он стал там сопротивляться, не надо ничего, никакую экспертизу я не хочу, и все, и напряженность была, я не хотел лишнее раздражать его. Бобуа уточнил, что в заключении не давал ответа на вопрос о дистанции выстрела, так как это входит в компетенцию трассолога, если только выстрел не произведен из близкого расстояния. А трассолог не входит в медицинскую экспертизу, поэтому он привлечен не был. Адвокатом Чкадуа было заявлено еще одно ходатайство. По его словам, повреждение, о котором рассказывает Бобуа, было у Бганба еще в 2018 году, о чем свидетельствуют фотографии. Была проведена экспертиза, которая установила, что снимки, на которых видна рана, не были подвергнуты изменениям и монтажу, отметил Чкадуа. Была назначена экспертиза, получен ответ. Данная экспертиза легализована Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Суд и сторона гособвинения ознакомились с материалом. Исходя, опять же, из этих фотоснимков, которые были сделаны в неопределенное время, имелось какое-либо повреждение, значит, на бедре правой ноги. Кстати, здесь о левой или правой вообще ничего не сказано, но тем не менее. Вот. И говорить о том, что потемнение кожного покрова может образоваться от какого-то там, я не знаю, воздействия травматического характера или там метадоновой язвы, тут не представляется возможным. То есть вот это заключение, на мой взгляд, оно ничего не означающее, оно просто характеризует какой-то снимок, который взят из фотоальбома, личного фотоальбома подсудимого Бганба. И он никак не может по нему проводиться аналогия с тем серьезным ранением, которое представлено и рассматривается в рамках данного уголовного дела. Поэтому я против даже приобщения этого заключения к материалам судебного следствия. Несмотря на несогласие стороны гособвинения, по решению суда материал был приобщен к делу. Следующее заседание состоится 25 апреля. Сария Кварцхеля, Заур Кварча, Абхазское телевидение.